Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые мои земляки-дагестанцы, я обращаюсь к вам с одной просьбой. И хотелось бы обратить ваше внимание на одну проблему, которая довольно-таки участилась и широко распространяется в последнее время. Кто-то, наверное, будет смеяться, что это вовсе не проблема, а мелочь какая-то. Да, я согласен. Это не проблема. Но это сегодня не проблема. Но я уверяю вас, если так будет продолжаться, это может плохо кончиться. Мы же знаем, что все большие скандалы начинаются из-за одной мелочи. Ведь не просто так появилась пословица «из искры возгорится пламя». Я не знаю, как думаете вы, но лично я считаю, что это самая настоящая межнациональная розня, которая ни к чему хорошему не приведет. Братья мои, призываю вас, прекратите заниматься этой ерундой. Наверняка многие... Один говорит, что он кумык, другой говорит, что он аварец. Какие-то анекдоты пошли про нации. Аварцы, даргинцы, кумыки. Шутки шутками, но это же дураку ясно, что одна нация хочет задеть другую. То, что происходит, напоминает мне анекдот про мышку, которая буянила и не могли успокоить, и все не в понятках, что же ты такое стряслось. А когда уже все-таки угомонили, решили проверить, в чем же дело. Оказалось, у мышки под хвостом чуть-чуть жиру накопилось. Я так понимаю, что с нами то же самое происходит. Жиру бесимся. Зажрались уже, сыты, обуты, дома с евроремонтом, машины во дворе. Все есть. Уже скучно становится жить. Короче говоря, приключения ищем. Запомните, если вы так этого хотите, вы его получите. Но сперва подумайте хорошенько, надо ли вам это. Вместо того, чтобы дружно работать над своими проблемами и пытаться улучшить свое положение, мы тупо сеем раздор между собой. Мы не думаем о том, что если у кого-то есть нормальная жизнь, то у тысячи людей ее нет. И вряд ли они разделяют ваши идеи. Если кто-то от достатка сходит с ума, они с утра до ночи трудятся, чтобы элементарно накормить свою семью. Если у этого человека, который занимается разделением наций, спросить, какая у него вера, он с гордостью ответит, что он мусульманин. Какой же ты мусульманин, когда единственное, на что ты в своей жизни способен, это распускать сплетни и, спрятавшись за своим телефоном, натравлять своих братьев-мусульман друг против друга? Если ты такой умный, почему бы тебе вместо того, чтобы разжигать конфликт между людьми, свои писательские способности не применить в пользу своего народа? Почему бы тебе не написать против бедствия протеста и докажите, что вы не рабы, и что у вас тоже в жизни есть свои права? Братья мои, нам нужно не разделяться, а наоборот объединиться и как одна семья, как единый кулак противостоять этому злу, с которым мы столкнулись. Я знаю, меня опять кто-то будет осуждать, что я перегибаю палку, что нет никакого зла, что все нормально. А как вы еще хотите назвать то, что люди, которые должны защищать наши права и интересы, наоборот, беспощадно грабят нас и, отняв у нас последний кусок хлеба, обустраивают свою жизнь? Живут в трехэтажных домах, катаются на самых дорогих машинах и ни в чем себе не отказывают. Почему вы не напишете, например, про так называемый Минздрав Дагестана, из-за алчности которого сотни наших земляков оставили свои дома и семьи, оказались в больницах разных городов по всей стране? И помощь, которую не смогли получить от своих земляков, они получили ее в России, от русских. От тех русских, которых вы всегда разными высказываниями ставили ниже себя. А сегодня мы видим, что это как раз наоборот. Минздрав, который мало того, что своими неправильными диагнозами и лечениями покалечил им здоровье, еще жизненно важные лекарства, без которых они просто-напросто могут не выжить,
и которые обязаны выдавать бесплатно, они их нагло продают им. Эти больные не могут позволить себе эти лекарства. У них нет денег, чтобы их купить. А нашему Минздраву по барабану. У него твердая позиция. Или плати, или сдохни. Разве это не зло, когда организация, лицо республики, которому доверена жизнь и здоровье целой нации, устроили бизнес на горе людей и даже понятия не имеют, что такое чужая боль? Их сердца настолько окаменели, что даже инвалиды бегают по судам, чтобы получить у них свои положенные лекарства. Подумать только. Это же не от того, что этих лекарств нет. Они есть, все есть. Просто несколько крохоборов никак не могут нажраться. Наверное, за все время своего существования наш Дагестан не знал такой подлости и позора. Мы в армии давали присягу и добросовестно служили своей родине. А клятва Гиппократа сегодня очевидна. Клянусь ободрать до последней нитки каждого больного, старого и молодого. Свою клятву они променяли на деньги, и каждый больной для них очередная жертва. Я знаю парня, который находился на грани жизни и смерти, и до последнего ждал и надеялся получить от нашего Минздрава лекарства, от которых зависела его жизнь. Но сердца, в которых застыла жадная кровь, не пожалели его. И он отправился в Питер, и там проходит лечение. И лекарства, которые у него остаются лишние, он отправляет своим друзьям по несчастью, у которых нет возможности куда-то уехать, и продолжают оставаться в больницах Дагестана. В отличие от Минздрава, он не продает им эти лекарства. Он просто помогает. Вот какие мы разные. Кто-то, даже оказавшись в самом трудном положении, не теряет доброту и человечность, а кто-то ради нашей лишней копейки готов превратиться из человека в животного. То, что я вам рассказал, это одна проблема, а таких проблем куча. Вот о чем надо писать. Я еще раз обращаюсь к этим нацистам, писателям хреновым. Имейте хоть каплю гордости. Пишите против тех, кто, схватив за горло, плюет вам в лицо. А нации оставьте в покое.